34,5 миллиона просмотров. Клип видеоблогера Enjoy King появился в апреле 2014-го, вскоре после аннексии Крыма. И первой пресс-конференции на тот момент прокурора полуострова Натальи Поклонской, разлетевшейся на мемы и карикатуры в стиле японского аниме и манги. Власть, кровь, няш, няш, кровь, власть, Крым наш, власть, кровь, няш, няш. Ламповый прокурор с голосом героя мультфильма стала знаменита вместе с крымскими событиями. В прокуратуру Поклонская пришла сразу после института в Крыму, получила известность благодаря так называемому делу ОПГ «Башмаки». В 2011-м она была гособвинителем на процессе бывшего депутата Верховной Рады Крыма и директора футбольного клуба «Таврия» Рувима Аронова. Аронов был одним из лидеров этой крупнейшей организованной преступной группировки полуострова 90-х и нулевых. Бандиты занимались рэкетом, грабежами, убийствами. После того, как суд вынес Аронову оправдательный приговор, Поклонская обжаловала это решение и оставила его под стражей. Вскоре ее сильно избили в ее подъезде, из-за чего у Поклонской и осталась парализована часть лица. Нападение связывают именно с местью башмаков. Она выступила резко против Евромайдана и уволилась из органов в знак протеста с победой революции. Во время крымских событий активно помогала пророссийским силам и предсказуемо стала прокурором в марте 2014-го. Указ о ее назначении подписал Владимир Путин. Заняв эту должность, Наталья Поклонская своими главными врагами выбрала крымских татар. Занималась преследованием Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа. Сам Меджлис признавала экстремистской организацией. Признать объединение, именуемое Меджлис крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретить его деятельность. В 2016-м Наталья Поклонская решила избраться в Государственную Думу. Свою предвыборную программу она построила на войне и патриотизме и запомнилась двумя вещами. Клипом, который сняла на песню из фильма «Офицеры». Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. И участием в акции «Бессмертный полк», куда обычно приносят портреты своих родственников, погибших в войне. Поклонская пришла на нее с иконой царя Николая II. Собственно, Николаю II Поклонская и отдает сейчас все свое свободное время на новой работе. Главная активность депутата Поклонская связана с битвой с фильмом «Матильда» Алексея Учителя, которого она не видела, кино еще не доделано, но тем не менее уверена, что царь там представлен распутником и развратником, а вовсе не святым. И никого никогда не сможете полюбить так, как меня. Вместе с нападками на Матильду Поклонская как-то раз сравнила в своем блоге в живом журнале Ленина и Гитлера, чем оскорбила всех любителей советского прошлого. Таких в России в последнее время все больше. А затем в радиоэфире приписала Суворову слова героя комедии Грибоедова «Горе от ума». Служить хочу, да прислуживать тошно. Слушать брат, прислуживаться тошно. Да, это наш великий полководец Суворов сказал так. Это даже видавшим Мизулиных и Яровых ее коллегам по Госдуме показалось перебором, и Поклонской посоветовали иногда молчать, а не говорить, даже если очень хочется.